Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем подробности убийства 35-летней женщины в квартире дома по улице Дружинная. Он узнал, что она не сдержала своего обещания, между молодым человеком и потерпевшей произошла ссора. Под подозрением ее 19-летней возлюбленной. Хотели получить высшее образование, а получили тюремный срок. Нам всем этим было мерзко заниматься. Как нам жаль, что в силу прежних жизненных обстоятельств мы не смогли найти по-настоящему верного пути. Верховный суд Татарстана вынес приговор 2 студентам, обвиняемым в производстве наркотиков. Ловили тех, кто сел за руль, не имея на то права. Нам сейчас что делать? Пешком идти? Куда идти? Итоги рейда «Нетрезвый водитель». Об этом и не только в ближайшие 10 минут. 35-летняя женщина была убита минувшей ночью в одной из квартир дома по улице Дружинная. Она получила несколько ножевых ранений. В убийстве своей возлюбленной сознался 19-летний молодой человек. По предварительным выводам следствия, причиной была трудовая деятельность женщины. Она, предположительно, оказывала платные интимные услуги, несмотря на обещание прекратить это занятие. Подозреваемый сдался сам. Скорую и полицию вызвал предполагаемый убийца, 19-летний парень. Молодой человек встретил стражей порядка у порога квартиры. Он, по версии следствия, пришел в гости к знакомой 35-летней женщине, которая, по предварительным данным, оказывала интимные услуги. Между ними были отношения, и причиной убийства, скорее всего, стала ревность со стороны юноши. Молодой человек неоднократно просил женщину перестать оказывать интимные услуги. Однако спустя некоторое время он узнал, что она не сдержала своего обещания, между молодым человеком и потерпевшей произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил нож и нанес ей множественные удары по различным частям тела. Когда осознал, что сделал, парень вызвал медиков, но было уже поздно. Врачи констатировали смерть женщины. Вероятного убийцу задержали на месте. Сопротивления он не оказывал. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». В ближайшее время молодому человеку изберут меру пресечения. Следствие намерено отправить его под стражу. Салават Ухмадуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека, подозревают 18-летнего жителя Нурлатского района. По данным следствия, парень выпивал вместе с приятелями в подъезде дома. Возмущенный шумом 52-летний сосед вышел на лестничную площадку и сделал компании замечание. В ответ предполагаемый злоумышленник набросился на мужчину и нанес ему несколько ударов кулаками, в том числе по шее. Пострадавший скончался. Подозреваемый вытащил тело соседа на улицу и решил спрятать его в кустах. Вину злоумышленник признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается. За изготовление наркотиков за решетку отправились 2 студента Казанского вуза. Верховный суд Татарстана вынес приговор в отношении уроженцев Казахстана и Узбекистана. По материалам дела молодые люди, желая оплатить учебу, решили заработать незаконным способом. Они купили дом и создали нарколабораторию. О печальных итогах этой затеи Айрат Назипов. А мы являемся амбициозными молодыми людьми, которые стремились получить высшее образование для дальнейшей деятельности в сфере, которую мы изучали. Этим амбициозным молодым людям 22 года. Оба учились в университете на 4-м курсе, изучали международные отношения и были на хорошем счету. Однако денег на учебу не хватало. И тогда по материалам дела в условиях пандемии парни не могли найти себе, как им казалось, достойную работу. В интернете они нашли сомнительные вакансии и решили пойти, что называется, по кривой дорожке. Фигурантам уголовного дела предложили на выбор 2 вакансии – курьера и химика. Выбрали последний, так как посчитали, что создавать наркотики намного безопаснее и легче, чем их развозить. О своем легкомыслии они пожалели очень скоро. Как доказала сторона обвинения, работодатель перечислил студентам 100 тысяч рублей, чтобы те приобрели дачный домик в поселке Старое Победилово. Купив недвижимость в марте, они сделали из нее нарколабораторию. А уже в течение 2 месяцев изготовили первую и, как оказалось, последнюю партию наркотиков. Незаконно произвели наркотические средства мефедрон. В общем, весом 1200
граммов. 14 мая 2020 года, благодаря действиям сотрудников ФСБ по Республике Татарстан, их незаконная деятельность была пресечена. В отношении уроженца Узбекистана и Казахстана возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере группы лиц по предварительному сговору». Молодые люди полностью признали вину и раскаялись. На последнем слове они акцентировали внимание на своем возрасте и глупости, которую совершили. Также просили не лишать их лучших годов жизни. Нам всем этим было мерзко заниматься. Как нам жаль, что в силу прежних жизненных обстоятельств мы не смогли найти по-настоящему верного пути. Наверное, на все это повлиял наш молодой возраст. Ваша честь, мы по-настоящему глубоко раскаиваемся. Просим вас не наказывать нас строго. По решению суда оба подсудимых отправятся в колонию строгого режима на 13 лет. Возможно, полное осознание этого факта придет к молодым людям лишь позже. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Жизнь 2 человек унес пожар, вспыхнувший ночью в Зеленодольском районе. В поселке Нижние Визовые загорелся садовый домик. К приезду пожарных деревянное строение было полностью охвачено огнем. Справившись с пламенем, пожарные обнаружили тела мужчины и женщины. Причина произошедшего устанавливается. Другой произошел ранним утром в Высокогорском районе. В селе Инся по улице Садиловская загорелся одноэтажный бревенчатый дом. Пытаясь потушить пламя, 61-летний мужчина обжег ноги и был госпитализирован. Площадь пожара составила 142 квадратных метра. Причина возгорания выясняется. Похитивший тую неизвестный мужчина вернул растение на место. Напомним, накануне на улице Декабристов человек, скрывая лицо под капюшоном, украл растение. Инцидент попал в объективы камеры видеонаблюдения. Не исключено, что после огласки похитителю стало стыдно. И сегодня он поспешил вернуть то, что ему не принадлежит. Смотрите, нам тую вернули. Кто-то издалека, короче, вот так закинул. Сейчас посмотрим по камерам. Крупная авария произошла сегодня днем в Лаишевском районе на Матюшинском тракте. Столкнулись Mitsubishi Pajero и Сан-Кьонг. По предварительным данным, водителю последней иномарки стало плохо за рулем. Он потерял контроль над машиной и выехал на полосу встречного движения. Увидев, что на него едет машина, владелец внедорожника попытался уйти от столкновения, но не смог. После удара его автомобиль опрокинулся. Очевидцы помогли поставить его обратно на колеса. Помощь медиков понадобилась обоим участникам ДТП. 5 человек погибли, еще 76 пострадали по вине пьяных водителей на дорогах Казани. Такую статистику за 8 месяцев этого года приводит госавтоинспекция города. Это и стало поводом для проведения рейда под названием «Нетрезвый водитель». В ходе него сотрудники выявили не только пьяных автомобилистов, но и трезвых, которые по разным причинам вообще не имели права садиться за руль. Об одном из них расскажет Айгуль Батрудинова. А почему со второго ряда поворачиваете? Ну, просто у нас как бы свадьба идет. Водитель такси так спешил отвезти пассажирок на свадьбу, что нарушил правила дорожного движения на глазах сотрудников ГИБДД. Пока не выясняли причину, узнали, что это не единственное его нарушение. Здравствуйте. Я страховку что-то забыл. Он улыбался и думал, что сейчас отделается штрафом и поедет дальше. Но проблемы мужчины увеличивались в геометрической прогрессии. Оказалось, что несколько лет назад уроженец Таджикистана был лишен водительских прав за то, что скрылся с места ДТП. Он уверял, что тогда сдал удостоверение и не ездил целый год. И теперь имеет право сесть за руль. Но выяснился один нюанс. Документы сдавал. Права, которые у меня были, БЦ, права таджикские, я им сдавал. Они сказали, получается, другие. Да. В базе данных сотрудников госавтоинспекции не было информации, что мужчина сдал водительское удостоверение. Это означает, что садиться за руль и возить при этом людей у него не было права. Нам сейчас что делать? Пешком идти? Куда идти? Вы можете, пожалуйста, пусть он довезет, делайте дальше с ним, что хотите. Мужчину не отпустили, а его автомобиль погрузили на эвакуатор. Он там доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего доставления в судебный участок по месту нарушения для рассмотрения материала по существу. Что ему теперь грозит за это? Административная ответственность за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления транспортными средствами, в виде административного ареста до 15 суток.
Всего в ходе рейда автоинспекторы поймали 3 водителей, не имеющих права управления транспортным средством, и еще 4 пьяных автомобилистов. В отношении одного из них, возможно, возбудят уголовное дело за повторную езду в нетрезвом виде. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.